Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я собралась сделать бигус по-своему в духовке, как мы делаем. Значит, сначала я буду резать картошку. У меня такой аппарат. Будем резать кольцами, тонюсенькими кольцами. Слойками или кольцами. Пока Маша занимается этой картошкой, друзья, вот такая дощечка у нас. И такие слайки или слайды или слайки делает. А на этой дощечке получается очень ровненько все. Ровненько, одинаковой толщины. И самое главное, что вот такие слайды или слайки, короче, быстро готовится, успевает приготовиться. У нас сегодня, да, многие называют это бигус, а по-простому это капуста с мясом, с овощами. Но мы не на сковородке делаем, не тушим, а делаем в духовке. И вот Маша знает, как я люблю это блюдо. Очень вкусное блюдо, очень сытное блюдо. И капуста вот в этом сочетании очень-очень вкусная. Друзья, я с вами не поздоровался. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Все, делаем бигус, а я немножко поснимаю. На улице жара, да, что потом голодным, что ли, сидеть потом целый месяц. Надо тоже изредка подкрепляться сытным обедом или ужином. Немножко пропорции. Тут у нас картошки где-то сколько? Полкило, наверное, примерно. У меня здесь все продукты, можно сказать. Полкило. По полкило, да? Да. 470, здесь 500, здесь тоже где-то полкило, и картошка также. Короче, можно сказать, грубо говоря, все по полкило. Пропорции 1 к 1, да, получилось? Да, а потом посмотрим, как у нас будем класть овощи. И получается, что сразу, Маша, первый ряд у нас картошка идет. Сразу вот картошку укладывает на противень. Может тогда и сразу духовку включить, пускай нагревается. Да. На 180 градусов Маша включила духовку. Так, ровненьким слоем накладываем картошку. Можно, конечно, еще такой маленький совет могу дать, но картошка готовится. За то время, которое мы сейчас потом будем держать в духовке, эта картошка успевает приготовиться. Но если уже вы, как говорится, боитесь, что обычно картошка вот в курниках, таких вот запеканках, мясо быстрее готовится. Тем более здесь капуста и грудка, она еще быстрее будет готовиться. Вот эту картошку кладете в пакет и буквально на минуту в микроволновку. Уже нарезанную картошку, вот эту. И так не делаем, потому что мы знаем, что вот этот слой, он приготовится. Немножко там осталось чуть-чуть, да? Да. Вот. Скажем, картошки 400 грамм берите. 400 грамм. Там полкило у нас было. Сразу посолим здесь немножко. И также добавляем перец. Кладем в сторонку и займемся капустой. Также будем шинковать вот этим. Эта доска как-то правильно называется. Только я не знаю как. Я еще скажу, плюс этого блюда, знаете, кто не любит лук. Мы сюда лук не кладем. И для меня это вообще чудесно. Я не люблю сырой лук, когда кладут сырой лук. Обжаренный куда еще не шло для меня. Вот сырой лук я не люблю. А сюда мы вот это блюдо, бигус или как по правильному называют, бигус или бигас, мы сюда этот лук не кладем.
И так мне это нравится, что это блюдо без лука. Конечно же, можно потом есть прикуску. Кто-то любит там зеленым луком, ну а мы едим со сметаной, и очень вкусно. Кто-то скажет, что бигус это такое блюдо, тушеная капуста с мясом, там, с пряностями. Да, но у нас в духовке получается чуть-чуть немного отличается, но, уверяю вас, очень аппетитно выглядит и аппетитно вкусно и аппетитно будет кушать. И главное, Сергей Иванович всегда с этого бигуса сытый, да? Сытый и довольный. Ну и, собственно говоря, Маша тоже. Что у нас тут? Капуста, да? Очень мелко шинкуем. Ну ты сказала еще какую-то хитрость перед тем, как на противень уложить. Позже, говорит Маша, закончу шинковать и покажу. Добавляем сюда соль. И вот, когда квасим капусту, также немножко капусту размягчаем. Ну, вот это и хотела Маша показать. То, что до укладывания на противень немножко пожмякать надо капусточку. Да. И так она будет сочненькой и нежненькой. Ну, можете, конечно, не делать этого, но просто показываем. Ну, и вот это даже советую делать. Блюдо намного сочнее получается. Пожмякали, да. Прямо вот капуста совсем другая стала, сочнее. Конечно. Все идет сверху. Ну, второй слой получается, да? Капуста. Это нужно обязательно капусту пожмякать. Капуста где-то тоже полкило, и если вот останется, у нас картошка чуть-чуть осталась, мы 400 грамм вам советовали. Ну, смотрю, да, капуста тоже останется. Да, ну это потом на салат. Ну, значит, тоже капусту берите 400 грамм. Да, ну да. Ну, смотря формы тоже ведь разные. У нас тут форма-то 34, наверное, или сколько там? 34 на 20, на 20, что ли, форма. Так, дальше. Ну а теперь займемся филе. Филе, куриное филе у нас, потому что оно быстрее готовится. Намного быстрее, чем любое другое мясо. Вот такие небольшие кусочки Маша режет. На улице у нас жара, друзья. Лесные походы пока прекратились. Грибов пока нету, грибов нового выхода. Но пошли ягоды. Пошли ягоды, но Маша пока не может сходить ни за черникой, ни за морожкой. Черники-то еще нету. Черники еще рано для черники. Для Морожка еще Да. это полностью не созрела. Так что сегодня, Ну в этом и- году, наверное, все идет поздно. На 3 недели. На 3 недели все говорят, что на 3 недели поздно идет. И, ну, на 2 недели точно. Ну, это вот так тоже поверху капусты также укладываем. Вот капусту мы не перчили. Перчить будем и солить слой грудки мяса. Вернемся к лесной теме. Морожка немножко в этом году, ну, как бы не очень хороший урожай, но для себя, вот, чтобы покушать там собрать, можно. Где-то люди собирают в среднем 4 литровое ведро в день, 5 литров, повезет там чуть-чуть побольше, и 8 литров собирают некоторые. Ну, если попасть на место, где есть хороший выход. Вот. А так, ждем пока основные ягоды чернику, затем брусника, клюква. Вот это основные ягоды. Ну и белые грибы, собственно говоря, тоже ждем. Наши подписчики, Маша, очень волнуются за тебя, то, что ты в лес ходишь, боишься от медведей. Ну, медведи в этом году, слава богу, тишина. Никто из ягодников еще не говорил, что поблизости села ходит медведь. Если он будет, то, конечно же, одна Маша туда в лес не пойдет, ну, близ села. Далеко в тайгу Маша никогда одна не ходит. Если только поблизости села, от дороги километров
там, скажем, 2 недалеко, вот она еще пойдет. А дальше уже вглубь тайгу на километров 10, на 15 или там даже на 5, туда она уже... Я в лесу потеряюсь. Да, она уже не очень хорошо ориентируется тоже и может потеряться. Потеряться, как же Сергей Иванович, без Маши. Ну и насчет медведей тоже опасно. Ну, пока еще тишина, как уже говорил, слава богу. Насчет медведя могу рассказать случай. Короче, пошли брат с сестрой в лес за ягодами. Брат идет впереди, сестра сзади. И получается так, что они чуть-чуть, ну, сестра отстала немножко, ну, начали собирать чернику, за черникой пошли. И сестра собирает чернику и видит, брат бежит навстречу, все побросал, ведро и все такое побросал, бежит, ничего не говорит. Рядом пробежал, как будто и сестры не видел. Сестра за ним, вместе, но она с ведром вместе бежит. Бегут вместе, где-то до речки от леса километр. Пробежали молча, только бегут и бегут. Сестра бежит, потому что брат бежит. Брат ничего не говорит, просто бежит. Короче, дошли до лодки. Сразу быстренько спустили. Это все делается молча. Они спустили на реку, лодку, переправились на тот берег, ну, на этот родной берег. И получается, что... Так, Маша солит, да? Угу. Получается, что брат ничего не говорит, но говорит, уже когда стали в безопасности, заплакал и проговорил так в полголоса, говорит, медведь, и стал бежать дальше. И до дома где-то еще на 1,5 километра все бежал. Ну, сестра, естественно, уже потом поняла, да, не стала бежать, то, что она уже в безопасности. Но вот такой прикольный случай был. Маша, наверное, тоже спусыка побежит. А мне рассказывали кто-то, я не помню, что вот тоже пошли вместе с кем-то тоже вот вдвоем ягоды собирать. Ну, в лесу-то они разошлись. А там, оказывается, ну, он думал, что с товарищем, да, ну, там шуршит, что-то ходит, шуршит. Оказывается, весь день он с медведем вместе вот ягоды собирал. Это был тоже такой случай. Бывают такие, да, бывают такие моменты. Потом встретились, оказывается, он где-то там еще дальше был. Рядом, короче, он рядышком не был, этого человека не было. Вот. Ну что, отвлеклись мы от темы. Так, значит, я поперчила, посолила. Слой грудки, да? Да. Слой грудки. Мясо, вы можете любое мясо взять, но я вам советую, берите грудку. Ну а теперь идут помидоры. Помидоры, друзья, режем не кубиками, а вот такие тоже дольками. Я еще сказал Маше, я говорю, почему ты доской не режешь, чтобы одинаковые дольки были. Он говорит, что доска с помидорами плохо справится. Ну, а потом помидоры вот так кладем. Ну, закрываем слоем помидоров. Я думаю, что большие помидоры сюда не нужно. Маша говорит, что большие надо, а я говорю, что наоборот. Чем меньше помидоры, вот они, вот, тем получается, когда ты кушаешь, мелкие помидоры как раз на вилку. Так, это тоже кладем сюда соль. Каждый слой солим, перчим. Солим, перчим. Ну, капусту просто я не поперчила. Так, это отодвигаем. Потом у нас пойдет сыр. Следующий слой. Но у нас сыр, друзья. Здесь брусок 200 грамм. Это получается на слой. Сейчас посмотрим, сколько уйдет. Маша крупной вот натерла. Можно, друзья, натереть и помельче. Я даже и посоветовал бы помельче. Да, и в этом деле, друзья, еще главное вот этот сыр за время, которое мы сейчас укажем, чтобы он не сгорел. Это тоже следите. Это запросто может сгореть, если не будете следить.
Ну да, грамм, наверное, 50 осталось, да? 150 грамм сыра. Заранее никогда не знаешь, вот каждый раз чуть-чуть да чуть-чуть по-разному получается. Что-то взяли поменьше, какую-то посуду другую уже выбрали. И уже пропорции совершенно другие. Наполовину сметану и добавили майонез. У нас здесь получается 4 ложки сметаны и 4 ложки майонеза. Вот если коротко. Это будет, друзья, у нас крайний такой слой на нашем противне. Не надо жалеть вот этот слой. Пускай будет потолще. Точнее, если не хватит, сделайте заново. Ну, у нас как раз и не хватит, да? Немножко еще сделаем. Сразу же размешала сюда. Добавили еще сколько? В общем, еще где-то ложки 3 добавили. Получается, что на этот противень у нас ушло 6 ложек сметаны и 6 ложек майонеза. Такое жирненькое, жирненькое такое. Смазали, да? Угу. Так, у нас духовка готова. Отправляем в духовку. У нас духовка включена на 180 градусов. И отправляем на час. А там будем уже смотреть, как будет румяниться. Если не будет румяниться, мы жар добавим до 200. Все. А если будет подгорать, мы... Закроем фольгой. Вот. Все. Следите, друзья. У каждого хозяйки духовка своя, со своим нравом, со своим. И каждая хозяйка знает свою духовку. Делайте по своей духовке тоже. Все, отправили. А теперь ждем. Ну что там, время еще у нас там выпекается наш бигус, или как там правильно, капуста наша с овощами. А сделаем такую заправку, что ли, чтобы приятнее, вкуснее было кушать этот бигус. Что у нас тут немножко, Маша, скажи, что ты сюда положила-то? Сметана положила, сметану. Сейчас чеснок выдавливаем. Обычно, как идет и к кабачкам, вот такая заправочка, 2 ложечки сметаны, или 3, или сколько ты положила? Может 3. 3 ложки сметаны, выдавили чеснок, ну и зелень, укропчик такой. Можно, кому как нравится, можно зеленый лук тоже. Мы будем использовать свежий укроп, прямо с грядки, такой пышненький, молодой еще, да? Конечно, молодой. Зонтиков еще нету? Нету еще. Огурчики-то посолить, зонтики нужно обязательно. Скоро тоже огурчики будем солить. Свои уже огурчики пошли. Салатами, да что, угощаемся. И вот простая, самая простая заправка. Сметана, соль сюда нужно еще. И желательно, чтобы вот эта заправка была холодная. Соль примерно на такую порцию где-то пол-ложечки можно, чайной. Вот такая заправочка, да, Мария Олеговна? Готово. Ну, ждем не дождем сейчас нашего основного блюда. Время подошло у нас. Вытаскиваем. Да, час прошел, ровно час. Сейчас покажем красоту. Смотрите, друзья. Видите, как зарумянилось. У нас ничего не сгорело. И даже фольгой не надо было прикрывать. Короче, держали, полчаса держали 180 градусов. Потом на минут 15, наверное, добавляли 200 градусов. Минут меньше. И потом обратно, ну, может 10. И потом обратно на 180. И у нас все, видите, все зарумянилось.
и все сготовилось. Ну, все сготовилось, я поспешил, надо будет попробовать, конечно, ну, думаю, да, все сготовилось. И даже фольгой не надо было прикрывать. Все красочно, друзья, все ярко. Вот такой бигус у нас получился. Кто не согласен, мы называем это бигус. Кто не согласен, звоните мне в личку, и сейчас номер дам телефона. Наш телефон 223-222-322-322. Ну а теперь будем обедать и заодно вам скажем, каким он получился, этот бигус наш. Ну, уверен, что вкусным, потому что не первый раз это готовим, не первый раз мы угощаемся этим бигусом. Короче, это можно на обед, можно на ужин. Вот. В частности, у нас сегодня как раз время обеда. Мы будем обедать просто этим бигусом. Как говорится, первый срез всегда очень важен и для нас, и для зрителей тоже. Что же у нас там происходит внутри? А внутри у нас что? Капуста с мясом, с курицей вернее у нас, и с овощами. О, смотрите, как выглядит все слои. Ну, вроде как картошка приготовилась. Вроде как картошка все тоже сочненькая. И главное, это сочное. От капусты идет сочность. Ну и помидоры тоже дают тоже сочность. Но в основном тут капуста. Блюдо бигус это капуста основное. Основа там капуста должна быть. Вот. Некоторые делают этот бигус без картошки. Ну, собственно говоря, он идет, классический бигус идет без картошки. Капуста и мясо основное, и специи. И потом уже кушают с пюрешкой и все такое. Ну а мы добавили, как говорится, чтоб все вместе было. Зачем нам пюрешка второй раз, да? Потому что картошка молодой еще нету своей, и пюрешка, она уже от старой картошки не очень вкусная. Ну что, пробуем? Маша дегустирует. Основное тут проверить, капуста приготовилась или нет. И картошка. Курица, она приготовилась. Это 100%. Горячо. Но мы, наверное, чуть-чуть, Маша, поспешили, да? Что горячее. Ну, это вкусно. Картошка? Угу. Нет. Готовая. Готовая, да? Угу. Все мягко, все вкусно. Чувствую. Знак качества получили Чувствую. от Маши. Чувствует, да? Чувствую. Были чувствуют. Да. Ну и с заправкой, наверное, тоже еще вкуснее. Холодная заправка, да? Горячий бигус. Прекрасный обед. Уверяю вас, друзья, вам понравится это. Готовьте это блюдо. Укроп можно даже прикуску. Вот есть укроп у нас свежий. Просто так жевать. Вот чувствует, да. Чувствует, конечно. Как не чувствует? Это еще придает такой чеснок. Пикантность, остринку, да? Да. Пикантность. Короче говоря, Маша вот обедает, у меня реально полный рот слюней. И время обеда, как у собаки Павлова выработался рефлекс, я хочу есть, прям слюни текут. Маша, дай хотя бы на кончике вилку, протестирую, попробую, продегустирую. Сейчас попробую, друзья, и я. Ну, а обедать потом уже буду, конечно же, без камеры. Маша дует, ну, как младенцу. Да, у меня не горячий, Миша. Ой. Картошка прям тает. Она приготовилась, друзья. А с перцем-то как угадали. Прям вот не перебор, и чувствуется этот перец. Вообще. Точку. Ну, короче говоря, вот все равно вот, что у нас там и грудка, и помидоры есть, и есть картошка, но вот кушаешь это блюдо и чувствуешь, что там капуста. Основное все равно капуста. Еще пропиталась капуста, вот ароматом капусты.
Ты же чувствуешь капусту, да? Мгм. Как будто ты ешь вот именно жаркое из капусты. Мгм. Вот. Очень вкусно. Всем советуем, друзья. Пропорции, конечно же, я напишу, но это все очень, кратко. Еще по 400 грамм. Мы брали по 500, и у нас Поменьше все надо. осталось. И Маша решила приготовить такой салат из этих. Добавила там чуть-чуть. А, кстати, салат покажи. Что там в салате? Здесь в салате что у нас? Капуста, вот что у нас осталось. Дальше Зеленый горошек, зеленый горошек, укроп, укроп, лук зеленый. зеленый лук. Уже тоже со своего участка же тоже. Укроп тоже. Ну и вот Маша заправляет майонезом. И прекрасный салат тоже к этому блюду получается. Вот. Это салат летний. Можно заправить это и растительным ароматным маслом, да ведь? И будет тоже очень вкусно. Капусту пожмякали. Довольно-таки сильно пожмякала, чтобы капуста размягчилась. Мгм. И получается, что замечательный летний обед у нас получился. Летний салат и такой бигус. Мгм. Капуста не своя, конечно, еще, но капуста закупаем уже, свежий урожай уже давно закупаем. С весны уже свежий урожай откуда-то везут нам и везут. Хотя и северный край, но свежий урожай капусту давно уже кушаем. Наверное, месяца 3-то точно свежий урожай уже кушаем, да ведь? Мгм. Да, капуста. Ну, Маша продолжает обедать. Я хочу к ней просто присоединиться нормально, без держания камеры и всего такого, и тоже покушать. И закончим этот ролик, этот вкусный ролик. На этой вкусной ноте будем заканчивать. Чем советую? Маша, ты советуешь этот бигус же, Мгм. да? Очень вкусно, да. Очень вкусно, да. Можно, конечно, приготовить этот бигус и в мультиварке, и в сковородке. Но попробуйте так вот в духовке, как мы. И вам понравится. Уверяю. До новых рассветов, друзья. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. А нам приятного обеда. Смотрите, я вообще еще не покушал. Я проверил. Вкусно. Сказал вам, что очень вкусно. Маша обедает полноценно уже. Я буду догонять.